Пенсионеру 2000, вот ничего не можем купить. И на хлеб не хватает. Кто выступает? Не выступай, ладно? Вторая группа, подтягивайтесь. Всем позор, всем позор. Согнали вот и бездельников, и кого хотите. Вы на митинг пришли? Да, я был на митинг. Вот. А видишь, что творится? Что у него сказать? Буквально вчера вечером мы получили точную информацию о том, что организовывается провокационный митинг властями в то же самое время, в том же самом месте, с тем, чтобы привести к столкновению. Рахимов собрал всю банду. Сегодня избили героя Советского Союза, редактора вечерней газеты «Вечерняя Уфа». Человеку были нанесены телесные повреждения. И человек, который избил, молодой человек, ухарем выступавший, бежавший, значит, избивал руками, да, этого ветерана войны, значит, его запрятали, он спрятал голову свою, без документов фактически. Может быть, кто угодно, он может назваться Ивановым, Петровым, Сидоровым, Хабибулиным, Рахимовым там или кем угодно. Мы требовали, чтобы он показал свое лицо. Милиция этого не допустила. 20 милиционеров, крупных чиновников стали с одной стороны, только с одной стороны, и не допустили того, чтобы мы увидели лицо. Где посадки? Меня резануло когда-то очень давно один снимок, который я вдруг увидела в прессе, и он достаточно широко освещался. Когда некий, как было представлено в прессе, руководитель, один из руководителей Кукбуре, некий по фамилии Дельбаев, вдруг фотографируется с Басаевым где-то в горах и лесах Чечни. А Басаев, на секундочку, если дети маленькие не помнят, это был, наверное, террорист номер один. Мы только прожили самые главные теракты в стране. И самый вопиющий из них – Беслан. Беслан – дети, страшная трагедия, которая унесла жизни очень многих детей. Это был Буденновск, это тоже Басаев. Мы не собирались конкретно захватывать Буденновск. У нас была другая задача. Мы хотели добраться до Москвы. И там немножко повоевать и посмотреть, как будут российские власти бомбить Москву. И тут мой личный гнев, шок, как угодно хотите. Я вижу часть, скажем так, башкир рядом с главным убийцей в нашей стране. Для меня тогда осталось непонятным. Самое главное, эти люди на свободе. Басаев был уничтожен, и война закончилась в Чечне. А теперь давайте немножко окунемся в прошлое. 2005 год, когда организовывалась Кукбуре, что это такое? Во главе Республики Башкортостан одиозный Муртаза Губайдулович Рахимов, чье слово закон, а руководитель его администрации Хабиров Ради Фаритович. Собственно, что такое администрация президента в те времена? Это внутренняя политика Республики Башкортостан. Вот я с 2007 года, находясь, скажем так, в периметре госслужбы, могу точно сказать, муха не летела без соизволения в политическом поле. Никакое общественное там движение, какое-то либо независимое, как у нас сейчас любят говорить, издание, не могло функционировать на территории Республики Башкортостан без доизволения, соответственно, администрации президента тогда Республики Башкортостан. И ее возглавлял Хабиров. Да, была образована организация Кукбуре. Как ее сейчас, наверное, в СМИ и окей, Google все могут прочитать, кто ее тогда организовывал. Собственно, и из чего я делаю вывод. Вполне себе руководитель администрации о ее существовании знал и, более того, наверное, даже приветствовал, потому что ну, башкирская молодежь во что-то объединилась, и это даже, по сути дела, наверное, позитивный тренд.
Только в дальнейшем Кукбуре, которая развалилась на, соответственно, как мы знаем, Башкорт, по сути дела, ведь она просуществовала-то и недолго. А знаете почему? А потому что, когда Хамитов уже приходил к должности, у него был буквально следующий приказ – закончить с башкирским национализмом. Он возбудил дело все-таки против Идельбаева, насколько я помню, и даже, по-моему, там был определенный приговор. Единственное, только я удивилась, по-моему, условный срок был вынесен в отношении Идельбаева. В отношении национализма, да, наверное, спорное суждение, но даже были попытки, скажем, Заки Валиди, скажем так, все-таки отнести, скажем, пособникам фашизма. И такое было. Это было недолго, это было буквально в первый срок Хамитова. Собственно, на чем мы все и забыли о наличии каких-то националистических движений на территории Республики Башкортостан. Их просто больше не было. Не было этой проблемы, которую можно было бесконечно пугать федеральный центр. Была создана программа «Зауралье», якобы туда вливались огромные-огромные деньги. Собственно, и все. Но что происходит сейчас? В 2018 году Ради Фаритович возвращается. Идельбаев, лучший друг Ради Фаритовича, занимает те или иные должности, стоит рядом с ним. Собственно, к этому периоду у нас вдруг опять возникает тема РОО «Башкорт», который, кстати, вполне себе функционирует до тех пор, пока уже, я насколько в курсе, по требованию Федеральной службы безопасности, ее все-таки не внесли в разряд террористических организаций. Это произошло-то буквально года 2-3 назад, не более того. И вот уже, насколько мы видели, лица, которые учреждали данную организацию, через некоторый период, собственно, пытаются от нее отмежеваться, насколько я знаю, вроде как и в процесс в отношении Фаиля Алсынова глава сам подписывал письмо, и вот уже Бадранов вступает в полемику, скажем так, с активистами. У меня такое ощущение, что вся эта история как была, так и есть с ее основателем, с бывшим руководителем администрации главы, а тогда президента Республики Башкортостан, что некий господин Идельбаев, которого я до сих пор вижу, и я до сих пор не понимаю, как можно было простить. Есть вещи, которые не прощаются никогда. Я не про местные истории. Беслан, он все-таки был. К 15 часам звуки стрельбы перемещаются в район железнодорожных путей. Боевики пытаются скрыться. Перестрелка с новой силой возобновляется и в здании школы, где еще продолжают отстреливаться террористы. По крикам военных ясно, что в котельной могут оставаться заложники. Огонь ведется пристрельно. Был у нас такой великий предприниматель Бигнов. Он достаточно всегда вел оппозиционную полемику Муртазе Губайдуловичу. У нас ведь мало было тогда альтернатив, и достаточно, чтобы зайти, скажем так, в прямую конкуренцию тогдашнему президенту Республики Башкортостан. Многие из них занимали такую достаточно активную, скажем так, вот как раз оппозиционную повестку, вплоть до радикальных действий в определенных моментах, потому что прорваться через тот кокон, скажем так, абсолютного контроля на территории, было практически невозможно. Все-таки авторитет у Муртазы Губайдуловича был важный, скажем так. И, например, вот Бигнов, он тогда ведь достаточно серьезно, как сейчас скажут оппозиционеры, качал, имея на то финансовые ресурсы. И да, промелькивала в СМИ история с самолетом, при которых, скажем так, он пытался прорваться для того, чтобы, скажем так, рассказать правду, да, о том, что творится в Республике Башкортостан.